Шел 1860 год. Ровно год назад, в 1859 году, пала крепость Гуниб. Свежи были раны и воспоминания минувших дней. Многолетняя Кавказская война для многих казалась оконченной. Но в маленькой Чечне Нохчичуэ все еще были те, кто не смирился со сложившейся ситуацией. Бывшие наибы Шамиля, Байсангур, Умадуев и Атабай продолжили сопротивление против царской власти. «Пока мы живы, не видать врагам нашим спокойной и уютной жизни», — твердил Байсангур. Царская Россия всеми силами стремилась захватить чеченских командиров. И вот в очередной раз поступило предложение сложить оружие и сдаться в почетный плен. Тем самым, обещая богатство и чины, с предложением о сдаче в плен был отправлен полк Черткова. Полковник Чертков, встретившись возле могил с Байсангуром, передал предложение царского командования. «Байсангур, мы пришли к тебе с предложением, чтобы ты сдался в плен», – произнес Чертков. «Ваше предложение лучше услышат мертвецы, нежели я», – с ухмылкой ответил Байсангур. Эта весть дошла до имама Шамиля, который отбивал свои дни в Калуге. «Да, он такой», – последовал ответ. «Впрочем, он больше ничего не желает, кроме как умереть, сражаясь с неверными». «Таш Адам, человек, камень», – произнес имам Шамиль. Другие чеченские командиры Атабай Умадуев взяли на себя Аргунский округ. Под командованием Атабая был молодой и храбрый чеченец Варагихинский, который командовал одним из отрядов Атабая. Не раз доказав в бою свою отвагу и смелость, он заслужил быть командиром. «Не будет на моей земле свободно разгуливать враг», — сказал Вара, обращаясь к одному из своих воинов. Он участвовал во всех сражениях, которые длились с 1860 по 1861 годы. И после того, как царские войска приняли некоторых руководителей и бывшего командира Атабая, Варагихинский не сложил оружие и продолжил борьбу. Он начал убивать предателей, и когда некоторые из его тейпа начали его упрекать за это, он произнес следующие слова: «Пока я буду жив и здоров, я буду мстить предателям и не дам им пощады». Шел 1865 год. Варагихинский со своим отрядом возвращался в Атаги, чтобы увидеться с семьей, женой и двумя сыновьями. Они переплывали реку Аргун со стороны Чечен-аула. Вара заподозрил что-то неладное, и он сказал своим мюридам: «Отправляйтесь к своим семьям, дальше я пойду сам». Как только мюриды Вары скрылись из виду, почти сразу произошло его сражение с большой группой царских солдат. Их сюда привел доносчик, имевший кровную месть к Варе. Выследив его, доносчик сообщил все, что знает царской власти. 3 часа Варагихинский отважно сражался против врагов. Будучи раненым, сам читал себе отходную молитву Ясин. Когда кончились боеприпасы, с молитвой на уста бросился с шашкой на солдат и порубил многих, пока не упал замертво. Народ был настолько возмущен вероломным убийством Вары, что по дорогам Чечни были воздвигнуты шесты народного проклятия Карлага, в который каждый прохожий чеченец бросал камень проклятия в адрес того, кто предал Варагихинского. Храбрость и отвага этого воина поражала даже врагов, и он запомнился в истории Нохчи как доблестный сын, продолжавший борьбу и после того, как основные силы сопротивления были подавлены. Да примет Аллах его шахаду.